А сейчас в эфире рубрика «Тайны Ижевска» с Ксенией Степановой. Она расскажет, где в нашем городе 60 лет назад нашли могильник 3 века. Привет, это «Тайны Ижевска». Сегодня мы у Дворца пионеров. Когда-то это место называлось Вшивая горка. Вшивая, потому что небольшая. По другой версии, здесь жили портные и швеи. И вместо швивая получилось вшивая. А теперь легенда. Место это дурным считалось. На чердаках там полудницы кикиморы стрекотали сорокой, а по ночам по крышам на голубницах еще и вещицы бродили. То значит по-нашему женщины-оборотни. Колдуньи да знахарки тоже, почитай, в каждом доме вековали. А уж разбойничков-то лихих сколько здесь водилось. Все купцы да маклаки дрожали. Туда очень не любили ходить, там и нечисть какая-то жила, и кикиморы болотные. Это все было сконцентрировано, вот если всю округу взять, конкретно в этом месте. Ну, так утверждает людская молва. Сейчас от горки ничего не осталось. Ее засыпали, а рядом построили Дворец пионеров. Но байки про нечисть не умолкают. В одной желтой газете написали: «Звезда в центре танцевального зала, портал в потусторонний мир. Кто постоит там, будет видеть плохие сны или пропадет совсем». Но педагоги этот миф развеяли. Это было в 70-е годы, и весь мир, все население России жило, так скажем, научными открытиями и полетом человека в космос. Я думаю, именно поэтому у нас в самом большом зале выложена звезда. Вот эта тема космическая обозначена в панно. Весь стиль оформления зала в космической звездной тематике. Но почему люди считали это место проклятым, сейчас фактов не найти. Археологи говорят, дворец построили рядом с единственным в городе могильником. В 57-м здесь нашли скелеты людей, их украшения, поясные накладки, оружие, а еще монеты. Но в руки специалистов попала только одна. Была чеканена в период правления Александра Севера, римского императора, который правил в 222-235 годах нашей эры. Монета относится к второй четверти 3 века нашей эры. То есть в целом отсюда датировка могильника 3-5 века нашей эры. В 75-м раскопки провели снова. Нашли 173 захоронения. А всего с Вшивой горки вывезли около 1500 предметов. Орудия труда, мечи, браслеты, бусы. Археологи говорят, скорее всего, останки под землей еще есть. Если зайти за памятник воину-интернационалисту и встать к нему спиной, то могильник будет где-то здесь. Получается, что даже прямо сейчас под моими ногами может оказаться захоронение. Итак, что мы собрали на дело Вшивая горка? Люди считали это место проклятым. В 50-х рядом при раскопках обнаружили могильник. Но то, что звезда, портал, конечно, неправда. И дворец творчества не проклят. Ну вот, факты собраны, на этом все. А если и вы знаете городские легенды или байки, пишите мне ВКонтакте и раскроем тайны Ижевска вместе.